Вы слушаете подкаст «Казах протест тарихы» студии «Булбул». Этот подкаст рассказывает историю протеста как политического и социального жеста в Казахстане с момента образования казахского ханства до 2022 года. Слово «казак» в названии не ограничивает рассматриваемые нами явления до сугубо одной этнической группы. Слово «казахский» здесь отсылает к тому, что это тоже часть истории Казахстана. Данный подкаст предназначен исключительно для информационных целей, основанной на информации из открытых источников и личных исследованиях. Подкаст не преследует цели разжечь межэтническую или иную рознь, как и не призывает к конфликтам. Вся информация предоставляется в образовательных целях для понимания исторических событий. Протесты как зеркало общества. Лекцию написала докторка политологии Асель Долут-Кильдиева. Текст читает Айсулу Тойшибек. Мировая история хранит память о событиях, когда народные революции и социальные движения трансформировали свои общества и устанавливали новые режимы. Например, демократические. В то же время мы знаем немало примеров, когда, с другой стороны, авторитарные режимы подавляли даже самые многочисленные социальные протесты. Для этого авторитарные режимы используют множество инструментов. Например, они вводят законы, которые ограничивают права граждан на протесты и митинги, репрессируют общественных деятелей и лишают их легитимности, то есть законности в глазах общества. Другой, немаловажный инструмент влияния в руках автократов – это то, что и как говорят о протестах в обществе. Именно об этом мы и расскажем в этом эпизоде. Прежде чем мы начнем рассказ про доминирующие нарративы о протестах и протестные тенденции, давайте сначала поговорим о протестах. Итак, что такое протест? Протест – это публичное выражение несогласия с проводимой политикой в разных сферах жизни. В разные периоды в Казахстане такие примеры включают в себя разные протесты, например, против политики городской застройки и земельной политики в целом, против девальвации тенге и повышения стоимости на жизненно важные товары, против пенсионной реформы, против недостаточной государственной поддержки уязвимых слоев населения и борьбы за политические права, повышения заработных плат и улучшения условий труда. Протесты в Алматы и Актобе, которые произошли в начале этого года, демонстрируют недовольство предпринимателей введенными изменениями в налоговую политику и недовольство жителей растущими тарифами на коммунальные услуги. В этой связи такие социальные протесты показывают реакцию общества и разных ее частей на проводимую правительством политику и насколько данная политика соотносится с реальным состоянием общества. Как писал немецкий социолог Никлас Луман, протесты – это зеркало, в котором отражаются тенденции и проблемы общества. Протесты – это составляющая часть политических процессов любой системы, потому что в любом обществе есть социальные и политические группы, которые исключены из существующего статуса кво и которые будут добиваться своего признания и включения через протесты. Это могут быть обездоленные слои населения, которые не участвуют в перераспределении общественных благ, любые другие социальные группы, которые маргинализированы при существующем политическом укладе, а также это могут быть политические оппоненты. В плюралистических системах, то есть системах, где поощряется многообразие мнений, граждане и политические акторы используют протесты как легитимный инструмент для донесения своей критики, как символ их несогласия и призыв к изменениям. В более закрытых системах многие альтернативные каналы политизации недоступны для общества или неэффективны.
Это, например, написание жалоб, обращений и петиций, встречи с представителями властей, медийное освещение, лоббирование через политические партии и неправительственные организации. В контексте Казахстана нужно понимать, что если протестующие вышли на улицу, то, скорее всего, они исчерпали другие каналы, и протесты для них являются последней возможностью привлечь внимание к своим проблемам. Какие нарративы доминируют в казахстанском обществе о протестах и как нас учат их бояться? В авторитарных и полуавторитарных странах государства используют различные ресурсы, чтобы лишить оппозиционные настроения общественной поддержки и помешать росту числа сторонников протестующих. Эти ресурсы включают в себя прямые репрессии и присвоение повестки протестных групп, ограничительное законодательство, а также определенные смысловые образы, которые придают протестам негативную ассоциацию. Эти смысловые рамки называются нарративами в социальных науках. Существует несколько нарративов о протестах, но их общая задача сводится к лишению общественной поддержки тех групп и индивидов, которые используют протесты для донесения своего голоса. Когда нарративы, используемые элитой, системно транслируются через телевидение, СМИ, школьные учебники, речи президентов и другие каналы, они постепенно могут стать мировоззренческими установками для многих граждан. На фоне мирных социальных протестов бандиты и террористы... Таким образом, распространение негативных образов о протестах внутри общества является эффективным способом демобилизации населения. И в этом процессе участвуют как элиты, академики и эксперты, так и разные слои общества. Правительство Казахстана видит в протестах риск дестабилизации своего правления, и поэтому активно использует различные нарративы для дискредитации протестующих. В этом эпизоде мы разберем два наиболее часто встречающихся нарратива. Первый нарратив работает на создание страхов. Для этого провластные медиа транслируют сообщения о том, что протесты приведут к хаосу, дестабилизации и потере суверенитета страны. Именно таким образом политический режим в Казахстане на протяжении многих лет упаковывал и представлял цветные революции, происходящие в соседних Кыргызстане, Грузии и Украине. Посткеңестік мемлекеттерге түрлі түсті төңкерістер не берді? Революция халық армандаған демократияға жеткізе алды ма? К слову, термин «цветные революции» был изначально сформулирован нейтрально в научной литературе и только позже стал жаргоном в устах политиков. Стабильность в Казахстане представлялась на их фоне как уникальное достижение правительства, которое нельзя терять даже в обмен на демократию. Именно на мифе о стабильности режим Назарбаева успешно продвигал так называемый социальный контракт, по которому общество приглашали жить с ограниченными политическими и гражданскими правами в обмен на экономические блага. Как показывают некоторые исследования, такой контракт действительно действовал на некоторые экономически состоятельные слои населения. Формирование страхов вокруг протестов частично обосновано, так как каждый раз, когда демонстрации приобретали массовый характер, они были жестоко подавлены властями. Современная история Казахстана с ее трагическими вехами, как Желтоксан 1986, Шанрак 2006, Жанаозен 2011 и Кантар 2022, несомненно способствуют созданию негативного отношения к демонстрациям, как к неизбежно опасному действию с сопутствующими рисками для жизни и здоровья граждан. Еще один нарратив, продвигаемый властными акторами, связан с конспирологией. Конспирологии могут различаться в контенте, но в них протестующие неизменно становятся оружием в руках кукловодов, будь то конкурирующие элиты, геополитические державы и даже криминальные группировки. Нарративы о том, что протесты отражают игру властных акторов, принижают роль простых людей и центральность их чаяний и требований в этих событиях. Например, во время январских событий 2022 года стало очевидно, что эти дискурсы распространились далеко за пределами элит и проправительственных экспертов. Помимо заезженных фраз о «м***етах Сраимбека» и других маргиналов,
можно было услышать следующие обывательские мнения. У нас люди не митингуют. Те, кто выходили в те дни на площадь, это чужаки. Вся эта массовость в Алматы вызывает подозрения. Кто эти люди? Чего они хотят? Грамотные эксперты сходятся во мнении, что это был переворот, а митингующие были проплаченные ребята. К слову, эти негативные ярлыки на протестующих уходят корнями в советское прошлое. Во время тех редких бунтов, которые случались в регионе, советские власти описывали протестующих как пьяниц, наркоманов и религиозных экстремистов. Тенденции и динамики протестов в Казахстане. Вопреки создаваемым в общественном сознании образом деструктивных и дестабилизирующих митингов, 87% всех протестных событий в Казахстане – это мирные гражданские акции. Об этом свидетельствуют данные проекта «Аклет». Команда «Аклет» проводит анализ для описания, изучения и тестирования сценариев конфликта, а затем публикует результаты в открытом доступе. В базу данных вносится информация о датах, действующих лицах, местах, погибших и типах всех зарегистрированных событий политического насилия и протестов по всему миру. База данных Аклет показывает, что в Казахстане в период с 2018 по 2021 годы произошло 2696 протестных событий, причем с каждым годом их становилось все больше. Публикация World Protests – A Study of Key Protest Issues in the 21st Century показывает, что граждане во всем мире были недовольны тремя основными темами. Первое – провал политического представительства и политических систем. Второе – экономическая несправедливость. И третье – гражданские права. Казахстанский контекст протестов не исключение, и глобальные тренды прослеживаются и здесь. Основные силы, выходящие на протест, это многодетные матери, которые требуют большей социальной защиты для своих семей, гражданские активисты, которые требуют проведения честных выборов и парламентские реформы, работники добывающей промышленности, требующие достойных условий труда, вписываются в анализ World Protest. В этом плане требования казахстанцев не отличаются от требований чилийцев, французов, американцев и южнокорейцев, которые тоже хотят улучшения социально-экономических и политических условий в своих странах. Они в той же мере законны и нормальны. Протесты в авторитарных странах. Однако вышеупомянутые данные Аклет отражают лишь часть общественных настроений, а не полную картину, учитывая, что значительное количество заявленных мирных акций не получает разрешения от местных органов власти. Если бы не жесткая политика в отношении того, какие акции разрешать, а какие запрещать, то мы с вами видели бы гораздо больше протестов и знали бы гораздо больше о том, чего хотят казахстанцы и что они готовы требовать от властей. Те протесты, которым все-таки удается состояться, освещаются только в социальных сетях и на страницах немногих независимых СМИ, которые еще существуют в реалиях Казахстана. Все это существенно ограничивает шансы большинства казахстанцев узнать информацию о протестах их сограждан. На практике акиматы удовлетворяют только ограниченное число заявок, строго отслеживая, кто может протестовать публично на улицах городов, а кто нет. Один из ярких примеров – женское движение и политизация вопросов женской безопасности уже не первый год находятся под запретом. А жителю Уральска Бекболату Утибаеву потребовалось 20 раз подать заявку о проведении одиночного пикета, прежде чем акимат одобрил его. Получить разрешение от акимата требует колоссальных человеческих ресурсов и времени, из-за чего на протесты решаются немногие. Те, кто выходят на несогласованные акции, получают большие штрафы, либо аресты на 15 суток. Протесты и идентичность. Протесты непрерывно связаны с идентичностью, которая сплетена с языком и социальным классом. Некоторые граждане будут выступать за демократические реформы и парламентскую республику.
Другие будут требовать социальную защиту, доступное жилье и более достойные заработные платы. Третьи будут бороться за чистый воздух и окружающую среду. Другие будут возмущены влиянием внешних сил и будут отстаивать такие национальные ценности, как земля. Все эти разные повестки говорят о разнообразии казахстанского общества, а также о разрывах и неравенствах между социальными слоями. Пока существуют проблемы с доступом к базовым условиям, как жилье и работа, менее благополучные социальные группы не смогут присоединиться к акциям более социально привилегированных групп, которые борются, например, за чистый воздух. Эти социально-экономические неравенства не позволяют генерировать межклассовую солидарность, необходимую для создания больших общественных движений. Поэтому одной части общества так сложно поверить, что негодование коррумпированными элитами и бедность могут толкнуть людей на стихийные протесты. Им легче поверить в конспирологию про переворот и террористов, нежели поставить под сомнение политику закредитованности населения, которая душит большинство казахстанцев. Протесты и национальная память. Как бы власти ни пытались замолчать социальные проблемы, общественную память о пережитой несправедливости полностью стереть невозможно. Как показывают события Канды-Кантар, память о Желтоксане и Жанаузене влияет на мобилизацию населения. Для многих казахстанцев эти события являются звеньями одной цепочки – многолетней борьбы за равноправие. Однако вышеупомянутые нарративы о том, что протесты являются лишь игрой элитных группировок, мешают казахстанцам присвоить себе эту борьбу. Сегодня общество разделено на тех, кто травмирован жестоким подавлением мирных протестующих во время январских событий, и теми, кто не верит в их подлинность и продолжает жить, как ни в чем не бывало. Это не помогает консолидировать общество в борьбе за демократию и присваивать себе ответственность за ход событий в стране. Поэтому очень важно работать над альтернативной общественной памятью, обогащать ее историями очевидцев, общественными дискуссиями и научными исследованиями. Из-за пробелов в знаниях память об этих важных событиях в современной истории Казахстана будет активно формироваться и искажаться элитами и даже внешними игроками, как в случае с украинскими и кыргызскими революциями, для того, чтобы и дальше подавлять общественное сознание. Над подкастом работали авторка идеи и продюсерка подкаста Айслу Тойшыбек. Эпизоды на русском и казахском языках редактировала Ружан Амалова. Сведение и мастеринг эпизодов сделал Константин Кохан. Обложку подкаста нарисовала художница Ранель Шахан. Джингл написала композиторка Асыл Алмаханова. Материалы на казахский язык перевел Фридрих Шихртке. Эпизоды на казахском языке озвучила Жанна Кабасова. На русском языке Айслу Тойшыбек. Текст в начале и в конце эпизодов начитала Ружан Амалова. Настоящий подкаст стал возможен благодаря щедрой поддержке американского народа через Агентство США по международному развитию USAID. Ответственность за содержание несет товарищество с ограниченной ответственностью Bulbul Studio, и оно не обязательно отражает точку зрения USAID или правительства Соединенных Штатов.